В дошкольных учреждениях столицы сегодня говорили о необходимости бережного отношения к природе и экологии. В преддверии Всемирного дня защиты окружающей среды для воспитанников детских садов подготовили весьма занимательные мероприятия. В числе приглашенных и моя коллега Ася Горчханова. Маленький гений старается оправдать свое название. Здесь регулярно проводятся различные мероприятия, направленные на расширение кругозора воспитанников детского сада. Темы игр, викторин самые разные. Вот и сегодня малыши учились бережно относиться к флоре и фауне и правильно собирать мусор, оставленный взрослыми. Нам рассказывали, как надо заботиться о нашей земле и выкидывать пластик стеклом и бумагой. Бумагу надо выкидывать в отдельный бумажный. Стекло надо в стеклянный, а пластик в пластикный. Ожидаемым итогом таких мероприятий является обеспечение перехода к экологическому, здоровому, активному образу жизни, наведение и сохранение красоты и чистоты в нашем городе. Какой пагубный вред приносит почве маленькие фантики из фольги или пластиковая бутылка? Как распределять мусор по контейнерам и на что нужно обращать внимание при его сортировке? Все это необходимо знать детям с раннего возраста, считают организаторы мероприятия. Чтобы закрепить полученные знания, волонтеры экологического клуба «Эколав» с детьми сыграли в развивающие игры. Мы хотим, чтобы дети в детских садиках Республики Ингушетия знали, как разделять правильно мусор, ну и, конечно, познакомить их с принципами системы раздельного сбора мусора и принципами переработки отходов. Мы с вами прекрасно понимаем, что эта проблема актуальна на сегодняшний день. Эта проблема должна решаться, и решаться она должна именно начиная с подросткового возраста. Правильная сортировка и утилизация мусора на сегодняшний день уже не просто проблема, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни, а глобальная экологическая задача. Потому и требует к себе все больше внимания не только со стороны взрослых, но и самых юных граждан. Наше министерство работает над тем, чтобы проводить экопросвещение, то есть подготовить население и детей к будущему, потому что экологические проблемы сегодняшнего мира требуют таких решений. Подобные экологические акции воспитывают в детях заботливое отношение к чистоте, что непременно пригодится им в дальнейшей жизни. Потому экопросветительские акции о раздельном сборе мусора прошли и в других столичных дошкольных учреждениях. Ася Горчханова, Магомед Нальгиев, Наиб Цичоев. Вести, Ингушетия.